В среду, 28 февраля, на нашем канале выйдет программа «7 дней плюс» с участием государственного советника Республики Татарстан, Героя труда Российской Федерации Минтимира Шаймиева. И вот что он, в частности, сказал. С тех пор, как началась специальная военная операция, которую ведет наша страна, мы много раз убеждались в том, что единство наших народов – это та главная, могущественная сила, которая приведет нас к победе. Но так называемый коллективный Запад все время пытается, разобщить наше общество. В первую очередь путем разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды. На ваш взгляд, какие шаги необходимо предпринять, чтобы избежать таких конфликтов? Для того, чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям, надо жить, я бы сказал, как у нас в Татарстане. То есть основой своего развития осознанно выбрать взаимоуважение и согласие между народами. И быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушать и решать их проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог, браться за такие дела, которые объединяют. К примеру, наш подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы давно убедились, что это верное направление. Главное – людям по душе. Одним указом главы республики у нас было принято решение о строительстве в Кремле мечети Куль-Шариф и реставрации Благовещенского собора. Затем также и о возрождении Болгарии и Свияжска. В последующем и о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. Реализации данных проектов весьма положительно сказались на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия в нашей республике. Они сплотили нас. Никто не разделился по религиозному признаку. Наоборот, мы пришли к соработничеству, то есть все сделали вместе. К слову, когда инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны, их поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно он определил Болгар местом создания первой в России исламской академии. Он тогда отметил, важно, чтобы мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Это еще один пример того, как нужно действовать в многонациональной стране. Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна – Российская Федерация со своими уникальным путем развития, основанным на наших традиционных ценностях – патриотизме, взаимовыручке и взаимоуважении, любви и семье, что присуще каждой национальности, живущей в Российской Федерации. Внешние силы пытаются лишить нас всего этого, навязав чуждые нашему обществу взгляды. Ответить на эти действия мы можем только единством мыслей, слов и действий.